Добрый вечер, программа ДВН. Довольно давно в наших программах мы не касались вопроса продовольствия. Наверное, и без того понятно, зайдя в наш магазин, что с продовольствием у нас не все гладко. Ну вот, появилось небольшое новшество. Сейчас в руках держу продовольственная карточка на второе полугодие. Это для нашего города новшество. Что это за новшество и что оно из себя представляет? С этим вопросом мы обращаемся к завторговому отделу горисполкома Мирошниченко Людмилы Владимировны. Итак, Людмила Владимировна, объясните, пожалуйста, что это за продовольственные карточки? До сегодняшнего дня, то есть до первой половины 1991 года, мы все пользовались и прошедшие годы талонами. У нас вводились по мере дефицитности товара, мы вводили и расширяли ассортимент этих талонов. Очень много уже талонов, все наши жители города знают, что это где-то и до 17 наименований доходили у нас талоны уже, и на сегодня мы имеем 15 наименований. Очень трудно и пользоваться такой кучей талонов постоянно. Во-вторых, каждый месяц мы обязаны были выдать эти талоны. Отвлекаем очень много людей с промышленных предприятий. Загружен городской отдел талонов, потому что туда переданы все категории льготное население, это пенсионеры переданы туда. Ну, у нас была передача, мы видели, как люди постоянно. Да, там очень много людей. К тому же там разместить людей нет возможности, предоставить им возможность даже престарелым присесть или ждать. И, кстати, этот талон получить надо выстоять определенную очередь. И все это заставило нас задуматься на ту тему, как же все-таки именно вот эти все неудовлетворительные стороны, каким-то образом их немножко смягчить и для населения, и, естественно, значит, получить единую карточку, чтобы усилить контроль по выдаче этого товара, так как нас все пугают, да и торгующие организации, приехавшие, которые с ярмарок приехали, заключившие договора уже на весь текущий 91 год, что будет хуже. Нас практически и печать пугает, и информация, телевидение, радио. По центральным районам, из центральных районов люди приезжают, и все говорят, что будет хуже, будет хуже. Но у нас, по крайней мере, естественно, на сегодня я не могу сказать, что у нас хуже. Это стабильно. Стабильно. Мы обеспечиваем все талоны, введенные, то, что на нашей территории стабильно, по всем группам товаров. Кроме, уж если так сказать, алкогольных, мы алкогольные не отовариваем. Остальные группы товаров жизнеспособные, жизнедеятельные, которые необходимы, у нас все отовариваются. По этой причине, для того, чтобы этот контроль как-то повысить за выдачей товаров, естественно, эта карточка определенный контроль несет и за торгующими организациями, то есть за лимитом реализации этих товаров через торгующие организации. Вот поэтому мы и обратились опять в систему госзнака, чтобы нам отпечатали на денежном знаке именно эту продовольственную карточку, а так как мы взялись на второе полугодие, мы ее не на год уже сделали, первое полугодие мы прожили, а на второе полугодие. То есть практически вот подделать такую карточку уже очень сложно, да? Очень это сложно. В Москве сделано, написано госзнак. Госзнак, да. В этой была вообще такая проблема? Подделывали у нас в городе? Да, столько подделано, что сейчас, если сказать, даже неудобно. Казалось бы, просто обидеть не хочется и жителей города, не хочется обидеть те организации, то есть типографии, которые печатали именно эти талоны. Но абсолютно идентичные талоны, ничем не отличающиеся от наших типографских, от наших, куча талонов. Мы, например, выдаем лимит 1 и снимаем остатки, потом, значит, этих талонов, снимаем товар, который мы выдали в реализацию, и у нас идет огромное расхождение. И особенно по тем группам товаров, которые на сегодня более дефицитные. Это сахар, это кофе, это мясопродукты, особенно консервация, тушенка, масло. Вот эти группы товаров, и мы практически лимит уже выдали. На то население, которое у нас есть по подсчетам, если разделить по той норме, которую мы выдаем, уже обслужили население, казалось бы, но на руках очень много талонов, и люди идут, требуют и требуют. И если наступает 28, 29, 30 число любого месяца, и приходят люди, что мы не отоварили свои талоны, как быть? И, естественно, вот все эти вопросы заставили нас задуматься, как же нам все-таки избавиться тогда? Откуда эти количество талонов? Может, кто-то канонит, может, кто-то как-то с типографией. Ну, трудно сейчас, не пойманный не вот, как обычно. Ну вот определенные хорошие стороны, наверное, есть в этой продовольственной карточке, но здесь, наверное, есть свои недостатки. Эта карточка выполнена, имеет свои недостатки и имеет достатки. Ну, первый недостаток то, что не мы сегодня, работники городского совета и торговли,
естественно, само население, все бы хотели отказаться от этой, в первую очередь, карточки. И пора бы уже, и всем бы хотелось, чтобы пришел в магазин, купил столько, сколько тебе надо, без всякого товарного запаса в доме, а чтобы пошел, приобрел столько, сколько тебе нужно для потребностей на сегодняшний день. И чтобы можно было, была бы какая-то гарантия приобрести и завтра, и послезавтра тот же товар. Это один недостаток, как и у всех, видать, талонов и карточек. Второй недостаток этой карточки то, что, значит, вот эти талоны, все введенные по наименованиям, как вы уже показали эту карточку зрителям, что они именно по колонкам, по месяцам разбиты, по нарастающей слева направо, справа налево. И вот, например, июль месяц. Раньше мы талон выпускали, на каждом талоне, на каждом наименовании было написано месяц. И теперь практически отдается на откуп опять торгующей организации, что, значит, только должны отрезать, продавец должен отрезать эту карточку, а не сам покупатель и не владелец этой карточки. И тогда вырезать он только должен именно по колонке июля. Наступит у нас с вами август по колонке августа и так далее. Ну, естественно, у нас мудрецов-то очень много, что будут желающие вырезать, например, весь сахар. Уж я в открытую Вот, говорю. может, человек бы не догадался, вы сейчас сами взяли подсказали. Ну, лучше уже говорить, потому что люди у нас догадливые, вперед нас Понятно. Людмила, намного скажите, пожалуйста, вот заканчивая разговор по этой продовольственной карточке, что-то вот из этого раздела наименования продуктов будет в последнее время продаваться в свободной продаже? Вот, допустим, сейчас слушаю центральное телевидение, в каких-то городах уже вот макаронные изделия продаются без талонов. У нас что-то намечается? Или... У нас с макаронными изделиями очень тяжело. Если у нас по торгующим организациям другим, как ОРС 595, ОРС ЮЯГР, РайПо, там талоны на макароны выдаются ежемесячно, и достаточно у них выделено фондов, то по ОРСу Нерюнгри Уголь и ОРСу Нерюнгри Энерго фонды выделены недостаточно. То есть в свое время, когда еще не было такого тяжелого положения с продовольствием у нас на рынке, была база, сложившаяся база была недостаточна для этого населения. И ОРС Нерюнгри Уголь, он практически эту базу наращивал за счет дедзакупа. С Биробиджаном вот он договора заключал, дополнительно получал. А поставщика нам одного оставляли Алдан. И Алдан мощность небольшой. Этот Алдан Пищепром у нас мощность его небольшая. Обеспечить именно растущий наш город молодой рядом с небольшим Алданом нет у него возможности. А изыскать других из других областей нет тоже возможности сейчас. И вот у нас остался фонд 200 тонн. 200 тонн, конечно, очень мало для такого города. Ну, то есть вот этот список... Поэтому макаронные изделия... Нет, вообще, я имею в виду по всему списку, он будет расширяться на него талоны? Или будет что-то сокращаться, вот, допустим? На сегодня трудно сказать. Да? Ну, конечно, возможно, что-то еще будет. Может, пищеконцентраты придется ввести. Я не могу на сегодня вот сказать. Может, еще какую-то определенную группу. Но дело в том, что сейчас мы переходим на свободные цены, все же знают, договорные, свободные цены. И поэтому чувствуется, например, соки, консервация, значит, овощная консервация, приправы. Они, посмотрите, свободно же у нас сегодня. Нам не приходится их делить, потому что там и цены кусаются. Так и цены там кусаются, но они свободные. Заканчивая разговор сегодня на нашем продовольствии, скажите, вот что город в ближайшие месяца, может 2-3 месяца ждет, какие-то продукты на подходе у нас есть, и грозит ли нам такое голодное вымирание, ну хотя бы, допустим. Прежде чем перейти к вашему вопросу, я еще одну минуту задержу на карточке свое внимание по той причине, что мне бы хотелось, чтобы все зрители, все жители и наше население потом, может быть, как-то кто не посмотрел нашу передачу, мог друг другу передать, что значит эта карточка сейчас немножко отличается и от талонов, и естественно, что раз он ее получит, владелец эту карточку, самостоятельно он отрезать не может, талон отрезает торгующая организация. В левой стороне, значит, этой карточки будет стоять печать торгующей организации. Поселковые советы все абсолютно оповещены, председатели, они получат, поставят именно печать той организации, которая обслуживает промышленный контингент. Это или ОРС 595, ОРС Нерюнгри Энерго, ЮЯГР и так далее. И наш ОРС Нерюнгри Уголь. Кстати, вот в левой стороне тут же написано, что, внимание, талон отрезает продавец.
Теперь, значит, здесь будут заполнены реквизиты. Дальше, вот где продовольственная карточка на второе полугодие, ниже есть реквизиты, которые заполняются именно промышленным предприятием. Тут строго заполняется фамилия, имя, отчество полностью и паспортные данные. Почему мы включаем паспортные данные в эту карточку? По той причине, ниже, где будет примечание, там прочитают. Раз мы с вами ввели алкогольные и табачные изделия, то, естественно, они определены с определенного возраста выдаются. Поэтому нам нужно поставить дату рождения. Придется дату рождения на все детские талоны поставить, на детские карточки. По той причине, что также можно вырезать все табачные на детей, на всех. И, естественно, никаких уже фондов на покрытие не хватит. А только на взрослую. А когда будет виден год, тогда только можно будет, значит, и отпустить. По той причине нельзя вырезать ни табачные, никакие изделия, что нужно обязательно торгующей организации посмотреть дату рождения этого ребенка. И, значит, вот эти реквизиты будут заверяться печатью той организации, которая выдала эту потребительскую карточку. Вот такие изменения, что они строго будут выполняться. По карточке все довольно понятно. Теперь людям только останется получить ее и, дай бог, чтобы было чем ее отоварить. Ну а все-таки вернемся к вопросу, что нас ожидает в ближайшие 2-3 месяца, что там к нам идет из продуктов. Практически из продуктов, я же уже сказала, что мы ритмично отовариваем все талоны, и на сегодня у нас нет такой группы товара, которая бы стояла в критических каких-то ситуациях, что мы не получим или сахар, или муку, или там соль, или масло. Нет на сегодня. По фонду мы получаем все. Ну, как это достается, просто не будешь объяснять, потому что поставщик сам практически ни один ничего не отгружает самостоятельно. У нас обязательно по каждой отгрузке сидит представитель торгующей организации. Я не хочу сегодня говорить, что непосредственно ОРСа одного Нерюнгри-Уголь, несмотря на то, что это значит телевидение Нерюнгринское, оно уже охватывает все поселки наши. Поэтому другие представители других торгующих также находятся на отгрузке каждой группы товаров. Или мясопродуктов, или яйцепродуктов, молокопродуктов, муки, сахара. Абсолютно все позиции почти, как говорят, под толкачами. И мы получаем на сегодня все. И если вот жители города чувствуют, наверное, несмотря на то, что и цены высокие, но на сегодня мы июнь месяц имеем с вами прекрасный картофель. Это вот наш весь осенний закуп. То есть договора заключили мы осенью. Выезжали мы с начальником МОРСа Павловым в Кемерово. Заключили мы осенью по весенней отгрузке. И, наверное, чувствуют, что какое качество картофеля. Все-таки там и специальные их погреба, специальные хранилища не соответствуют нашим. Наши не выдерживают никакие нормы хранения. Ну, понятно. Поэтому вот капуста у нас сегодня есть, свекла есть. Немножко разобрались. Спасибо вам за информацию. Программа ДВН продолжает свою работу.